Сегодня вся Россия отмечает великий праздник – 74-ю годовщину Великой Победы. Канашцы с самого утра готовятся принять участие в торжественном митинге и шествии бессмертного полка. Героическим трудом ковали победу над фашизмом сотни канашских железнодорожников. С первых дней войны весь трудовой коллектив Канашского вагоноремонтного завода работал по законам военного времени. Заводчане строили бронепоезда, бронеплощадки, ремонтировали вагоны. За самоотверженный труд многим вагоноремонтникам были вручены правительственные награды. За годы войны на заводе было построено 6 и отремонтировано 40 бронепоездов. 775 тружеников предприятия ушли на фронт. 170 из них не вернулось. Ежегодно в память о героях у обелиска, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, труженикам Канашского вагоноремонтного завода собираются ветераны, труженики тыла, работники Зоопромтрактор-вагон на торжественный митинг. Идут годы, но жива в нас память о поколении победителей. Поздравляю всех с 74-й годовщиной Великой Победы великого народа. И хочу пожелать светлого неба, мирного неба и здоровья всем и счастья. Бесконечным людским потоком шел бессмертный полк. Герои, глядя с фотографий, как прежде, снова встали в строй с живыми рядом. У каждого своя судьба, и помнят их потомки. Они шагают с нами в День Победы. Как и тогда, защитники страны, отцы и братья, бабушки и деды. Их много, не вернувшихся с войны. Мы смотрим им в глаза с большой любовью, с огромной гордостью и болью пополам. Они спасли весь мир, прикрыв собою, чтоб лучшая судьба досталась нам. Так много не дождавшихся победы, когда разбит был ненавистный враг. Но песни все о них еще не спеты. Они для нас победы алый стяг. Идут, им нет конца колонны героев, ставшего легендою полка. Их выцветшие снимки, как иконы, мы сохраним потомкам на века. Гуськов Петр Иванович, отец мой. Вот 894 года. В 43-м он под Волгоград, сейчас Волгоград, там от ран в госпитале умер. Похоронен Дубовка, там же в Волгоградской области. Обелиск, все есть там. У всех плиточки, большая могила. Звучит команда «Равняйсь смирно». И вот уже выстроились в струнку, готовые к торжественному шествию по городской площади, участники парада. Маршем прошли подразделения юноармейцев. Парадом командовал военный комиссар Юрий Барышов. Вдоль трибуны проходит подразделение юноармейцев девушек школы номер 1. Поздравляя ветеранов войны, тружеников тыла и всех канашцев, глава администрации города отметил, что сегодняшнее поколение обязано хранить память тех, кто ценой своей жизни отстаивал победу и счастье народа. От всей души поздравляю с Днем воинской и трудовой славы, национальной гордости и народной памяти Днем Победы. Достойный вклад в общую борьбу советских народов за свободу, честь и независимость отчизны внесли и канашцы. Из нашего города было призвано 2550 канашцев, 820 из них, к сожалению, погибло и пропало без вести. Они защищали свою родину на крайнем севере, в селах Подмосковья, в степях Украины, в горах Кавказа, на берегах Волги и под Ленинградом. Они добивали врага в Логове, в Берлине. Они били японских милитаристов и тем самым внесли свою лепту в победу народной революции в Китае. 3 наших земляка удостоены звания Героя Советского Союза. Это Петр Харитонович Бухтулов, Иван Андреевич Кабалин, Иван Михайлович Федоров. 13 канашцев удостоены ордена Ленина, 37 ордена Боевого Красного Знамени, 92
Ордена Красной Звезды и 246 Ордена Славы, сотни канашцев боевых медалей. С праздником вас, дорогие канашцы! Отрадно то, что находят силы прийти на митинг и ветераны, с грустью вспоминая боевую молодость. И с Чечней воевал, и в Венгрии был. Везде вот в этих 3 местах я. И на разминирование 6 месяцев разминировал минные поля. Сначала мы окопы рыли около Денеева. 40 градусов мороза. У Ярмула стали на полу. Так сивели. Ой, прям 9 человек. Солома постелим, мать больная. Для нас сегодня великий праздник, Великая Победа. Спасибо нашим предкам, спасибо нашим дедам, бабушкам, всем-всем. Хочется пожелать счастья, здоровья. Спасибо за то, что подарили нам мир. Дорогие наши ветераны, дорогие горожане, все приезжие, мы поздравляем вас от души с таким великим праздником, с Днем Победы. Желаем, конечно же, самое главное – мира и чистого неба над нашей головой. Участники митинга ровной колонной, во главе которой шла знаменная группа с копией Знамени Победы, направились к вечному огню, чтобы возложить цветы к подножию памятника павшим героям. 74 года унесли от нас уже участников войны. Очень мало ветеранов осталось с нами вместе. Война и фашизм – это страшные трагедии. И благодаря очень большой цене, жизнями 28 миллионов наших граждан, нам удалось завоевать мир и сохранить счастье для наших людей. Поэтому этот праздник мы празднуем со слезами на глазах. Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой войне тяжелые утраты. Долг живых – не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину, советских людей от фашистского рабства. Мы у них в вечном долгу. Память будет переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя. Вечерняя зорька в окне показалась, и тихо солдат у печурки заснул. Укрылся фуфайкой, как в детстве когда-то, и вот что приснилось ему. А снилась ему та девчонка малая, которая рядом в соседях жила. Ее белокурые мягкие косы всегда опускались чуть ниже плеча. А во дворе за вишневым кустом щенок, что вчера лишь ему подарили, стоит возле будки, виляя хвостом, у миски со свежим парным молоком. И мама, конечно же, милая мама, такая же милая, как и всегда. Вот только в глазах ее, карих и бездонных, ненависть, страх, пустота. Ему захотелось в тот миг не прижаться, обнять, успокоить и пожалеть, сказать ей: не бойся, родная, сумею я вас защитить. Проснулся солдат, протирая глаза, как будто был вещим тот сон. Ему показалось, стоит та девчонка, и мама родная стоит за окном. Кинулся к ставням и в спешке срывая, прошептал он тихонько: родные мои. Вдруг разорвался снаряд на осколки, 3 их осталось в комсомольской груди. Падая, тихо глаза закрывая, стал он шептать ненавистные слова: будьте вы прокляты, немцы-фашисты, будь же ты проклята, война. Он уже никогда не узнает, что через год по весне враг ненавистный капитулирует, и наступит конец жестокой войне. И мама родная у сгоревшего сада его будет ждать много лет, ведь сердце не верит, что любимого сына на земле среди живых уже нет. Спасибо.